Здравствуйте! С вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Сегодня я нахожусь в квартале Звездный, столице Якутии. Здесь готовы для принятия новых жильцов 7 многоквартирных домов. Жилой комплекс «Звездный» будет состоять из нескольких секторов. Первый сектор, сектор А, он был построен, введен и уже начата работа по выдаче ключей для реализации региональной адресной программы переселения. Это у нас 7 домов, где будут проживать 573 семьи, проживавших в аварийном жилье, признанном таковым до 1 января 2017 года. Это у нас программа переселения. Веры Захарова 15. 15 дробь 2 нам нужно. Я не знаю, дробь 2 не знаю, но вот это 15. Да. А нам дробь 2. Ну вот это, наверное, или вот это? Еще название такое длинное какое-то. Летчицы Веры. А вы когда получили ключи? Вчера. Вчера, да? Впечатление от квартала пока? Ну, пока непонятно. Но меня вообще устраивает, по крайней мере. А вы откуда-то? Я Сайсар. Сайсар, да? Да, нас там уже начало топить. И вообще, сейчас мы на лодках будем все вывозить. Необходимо понимать, что все наши действия, они приравнены действиям, по сути, по устранению последствий чрезвычайных ситуаций. Это не действия по улучшению жилищных условий. Люди проживают в невыносимых, непригодных для проживания условиях, и необходимо понимать, что предоставляется жилое помещение, приобретенное в ускоренном режиме, построенное именно для целей, для того, чтобы именно расселить аварийный жилищный фонд, для того, чтобы люди перестали проживать в небезопасных условиях. Им предоставляется пригодное для жизни проживания жилое помещение, отвечающее всем санитарным нормам и требованиям, приобретенное согласно 44-му федеральному закону и прошедшие все государственные экспертизы, Госстрожилнадзора в том числе. Сколько лет квартиру ждали, кстати? Наверное, лет 10. 8-го. С какого? Вот заходите, вон справа этот. Ага, включаете. Звездочка. Че? Опан, открыл. Не, ну надо посмотреть, получается... В какую сторону? Да, в какую сторону. Слева направо же у нас, да? А, ну может там лифты и есть? Если 5-этажный, если 3-этажный, то, наверное, нет. А где 4-й, да? Это колясочные, это не квартиры, я так понял. Колясочные написано. Ну вот лифт. Так, теперь смотрим. Ага, все понятно. Тогда на лифте надо ехать. Здесь все написано. А что? Молчит, да? Уже что-то делает? Не работает, оказывается, еще. Еще зеркало не ставили. Молчит. Ну, конечно. Идем.
Да, получается лестница с другой стороны. У вас первый подъезд. Та-да-дам. Заходите. Ключ. Снежок. Да. Большая, да? Такая. А у вас там что, маленькая, да? Совсем? Да. Кухня с балкончиком. Хорошо. Вода почти бежит. Вот пока что-то перекрываем. Света нет? Так, такая тишина, никому нет еще. Ну, здесь на этаже еще. Вы давно получили ключи? Да, так, шестого, что ли? Ага. Из какого района переехали? Издалека? С дальней 82. А из спальни тоже есть. Ну и как считаете, государство выполнило ваше желание? Ну да, если там 53 года жить с ведерно-выносным, Ну вы довольны? я, ну после того, что было, очень доволен. Тебе вот снимает Поскольку меня затапливало как раз на Пасху, у нас обычно шло наводнение, всю мебель приходилось поднимать. У меня полы поднятые на 20 сантиметров, еще приходилось бытовую технику, там холодильник, что-то это выставлять на поддоны дополнительно. Это ежегодно. У нас как Пасха, это страшный день. А вообще ждали квартиры долго? Нет вот этого? Ну, мы с 16-го года стоим на это самое, на Варите. Это грубо 7 лет, да? Да, 7 лет. Ну, обещали в позапрошлом году, в прошлом. Ну, наконец получили. Не смущает магазин далеко? Нет, а у меня машина. А я бы не сказал, что далеко. До остановки 5 минут и 5 минут до магазина. Так что Ну, я вас поздравляю. Желаю только одного, чтобы жили долго и здоровье позволяло. нет, я сначала звездных, нет. Я хочу здесь жить. Подъезды хорошие. А вот так было? Вам сразу показали, да, квартиру? Или как? Или как Нет, получилось? Нет, нам сразу дали ключи. Квартиру мы нашли сами. И сейчас вы довольны, да? Не зная даже, что там. Или Я как? доволен. А что, квартира с ремонтом. Почему мне еще желать? Ну, там, где-то если что-то получается делать, ну, у меня руки растут с нужного места. Как вам здесь? Нормально? Вон переехали сегодня. Сегодня вы оттуда переехали? Северный. Северной, да? Ну, как переселенцы лучше, чем было? Конечно, не сравнить. Что там у нас вообще падает пух. Вообще ушла вниз. Не страшит удаленность пока, да? А? Не страшит удаленность? Что, далеко? Ага. У меня работа рядом. Хорошо. Поздравляю вас.
Сейчас идет реализация региональной адресной программы переселения аварийных домов, признанных таковыми с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Вот. Расселяется у нас по городу Якутску 162 многоквартирных дома. Вот. В прошлом году, к примеру, мы снесли 25 домов, вот, в общем по городу Якутску. Всего признано аварийными 1160 многоквартирных домов. Это 95% от всего жилищного, деревянного жилищного фонда. Вот. Нам осталось признать совсем чуть-чуть, и тогда уже приказ Илдархана Асия Сергеевича Николаева будет уже частично исполнен. А как гласит его приказ, к 2032 году ни одно аварийное жилье не должно быть в городе Якутске. Будет планомерная работа по расселению, сносу. Этот квартал станет образцовым, и будет выполняться мечта о том, что столица Якутии станет образцовым городом на вечной мерзлоте. Приятная новость. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. СМИ может организовывать прямые эфиры и трансляции с 3 камер в интернет с сочетанием других программ типа Zoom. Или приедет и поможет записать ваше мероприятие с 4 камер. Подробности на сайте Округ ТВ.